Крымско-татарская библиотека имени Гаспринского располагается в центре Симферополя. Это небольшое одноэтажное здание, фасад которого выполнен в крымско-татарском стиле. История здания, где сегодня располагается библиотека имени Гаспринского, удивительна. Оно действительно является памятником архитектуры. Основная его часть была построена в 19 веке. Здесь располагалась Руждие Мектеп. Здание было отреставрировано в 1999 году. И сейчас оно выглядит почти так же, как и тогда, когда открылась Руждие Мектеп – светская религиозная школа для мальчиков. Здесь преподавали знаменитые деятели крымско-татарского народа. В одной из записок, в одной из информации мы узнали, что в этой школе когда-то и преподавал сам Исмаилбей Гаспринский. В советские годы в здании библиотеки располагались разные учреждения. И только после возвращения крымских татар в 1990-м здесь открылась первая и единственная в мире библиотека имени Гаспринского. Правда, тогда она являлась филиалом централизованной библиотечной системы Симферополя, только в 1995-м получив статус республиканской. Библиотека имени Гаспринского – это 53 тысячи изданий на родном языке, литература. Также есть архивные материалы, книги о крымских татарах, детская литература. Каждый читатель найдет то, что ему необходимо. Значительная часть книжного фонда библиотеки уникальна. Сотрудниками были собраны архивные материалы крымско-татарских газет «Ленин», «Байрагы», «Яна Дунья», «Голос Крыма», «Полуостров». А Российская государственная библиотека передала в дар более 2000 уникальных изданий. Мы обладаем самой большой коллекцией литературы на крымско-татарском языке, литературы о крымских татарах. И, конечно, с гордостью всегда отмечаем, что мы сегодня обладатели литературы, художественной литературы, которая была утрачена, конечно, в дни депортации, как всем известно. И сегодня вся литература, которая была издана до Великой Отечественной войны, вот нам была передана. Очень много книг, коллекций литературы была передана с Турции. И почти каждый день, в принципе, приходят друзья нашей библиотеки и дарят нам все новые книги, журналы. Можем говорить о том, что вот Йылдыз, мы стоим у журнала единственного, вот Йылдыз, это все номера журналов с первого дня издания, вот мы обладаем этими журналами. Здесь есть даже книги, датируемые 18-19 веками. Они под особым контролем. Просто так взять их из книгохранилища не получится. А работать с такими изданиями возможно только в читальном зале. А это отдел редкой книги. Здесь находится более 2000 изданий. Среди них 3 книжных памятника. Все они довоенного периода. Здесь каждый найдет для себя литературу, и даже дети. Кстати, для них здесь создан специальный уголок. На выходных проводятся уроки по английскому, а также преподают шахматы. Раз в месяц устраивают интересные мероприятия. Самый необычный и удивительный отдел в библиотеке имени Гаспринского – это детский. Здесь находятся рассказы, сказки на крымско-татарском и русском языках. А также здесь проводится много интересных мероприятий. В библиотеке имени Гаспринского проводят семинары, конференции, круглые столы. Здесь есть и свой информационный отдел, сотрудники которого работают с сайтом и средствами массовой информации. Информационный отдел занимается освещением наших мероприятий, проводящихся в библиотеке, в различных социальных сетях, на нашем сайте. Также наш отдел занимается оцифровкой книжного фонда, основного фонда для долговечного хранения в информационных носителях. Также занимаемся предоставлением услуг для наших читателей. Работает и информационная система. Вся работа ведется в автоматизированном режиме. Для читателей открыты бесплатные точки доступа к сети интернет и электронным ресурсам. За информацией и знаниями в библиотеку приходят и студенты крымских вузов, и преподаватели, профессора, писатели. Первая и пока единственная крымско-татарская библиотека – это кладезь мудрости и источник знаний. Это достояние, ценность всего крымско-татарского народа. Нариман Тарсинова и Виталий Голубев, телеканал Милет. Итоги недели.